Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Пандемия может поменять облик современных городов. Вирус быстрее распространяется там, где люди живут в тесноте. И архитекторы задумались, как изменить или приспособить современное домостроение. Хотя планы у якутских архитекторов по преображению городов и сел Якутии были и ранее, но какие коррективы в них вносит пандемия и какие дизайн-коды они придумали с привлечением именитых дизайнеров и архитекторов. Об этом мы узнаем сегодня у главного архитектора республики Ирины Алексеевой. Ирина Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, вначале давайте поговорим о мировых трендах. Действительно ли пандемия заставила архитекторов всерьез задуматься о проектировании малоэтажных домов и пересмотру градостроительных норм? Действительно, в период пандемии у многих жителей, в том числе и Якутии, и города Якутска, отмечалось именно желание уехать на природу, приобрести индивидуальный жилой дом, участок. Кто-то жил на даче. И это не могло не остаться незамеченными. И сегодня действительно мировой тренд на увеличение количества малоэтажной жилой застройки. Ну вот объявленный недавно конкурс по проектированию малоэтажных домов. Уже поступили какие-то работы, предложения, проекты? Но мы буквально только объявили. На самом деле проекты для того, чтобы поступили, конечно, нужно время. Поэтому сроки конкурса до 30 сентября, то есть ко дню архитектуры, мы хотели бы как раз иметь возможность показать жителям республики те проекты, которые сегодня, так ждут жители, и им определенный дать срок для участия в этом конкурсе архитекторам, проектировщикам, возможно, студентам профильных вузов. Мы приглашаем к участию не только архитекторов из Якутии, но и это открытый конкурс, поэтому, возможно, мы будем ожидать участия извне. Но будем ждать этих работ с нетерпением, но тем не менее малоэтажное строительство на севере всегда было очень затратным. За счет чего, на ваш взгляд, можно удешевить такие проекты? Но вот сегодня по поручению Кирилла Евгеньевича Бычкова мы проработали именно разную типологию малоэтажной жилой застройки, потому что понятие это достаточно растяжимое. Это не только индивидуальное жилье, это в том числе и блокированные жилые дома, это малоэтажная застройка до 3-4 этажей и разный тип материалов, используемых для строительства малоэтажных жилых домов. Например, это не только брусовые жилые дома, это могут быть и каменные. У нас в типологии представлены требования по разработке проектов с использованием МХМ-панелей, клеенных конструкций. То есть здесь мы не ограничиваем участников, а наоборот хотим предложений, которые как раз позволят нам гибче действовать для разных районов Якутии. Если для Арктики, понятно, очень трудный завоз, дорогостоящие материалы, то для центральной Якутии совершенно другой подход. Ну, не секрет, учитывая наш суровый климат, строительство скверов, парков, благоустройство каких-то общественных пространств по большей части происходит в летнее время. И этим летом много ли из задуманного удалось сделать? Да, действительно, этим летом у нас неплохие результаты. В данное время вот по программе 2020 года нами благоустраивается 11 общественных пространств и 44 дворовые территории муниципалитетов республики. Уже многие в курсе, что строятся крупные общественные пространства, проекты победителей конкурса «Малые города. Исторические поселения», например, набережная в городе Покровский и ожидаемый парк в городе Нюрба. Ну вот недавно, буквально накануне, очень большие дискуссии в социальных сетях вызвал пост известного дизайнера Артемия Лебедева о его проекте нового дизайн-кода города Якутска. Что это за проект, когда он будет реализован и почему он вызвал столь бурное обсуждение в сети, как вы считаете? Но на самом деле бурное обсуждение в сети вызвало участие в разработке дизайн-кода города Якутска, конечно же, известного дизайнера Артемия Лебедева. Мы, понимая, что в стране не так много специалистов такого уровня, специально пошли на этот шаг, потому что задачей самой главной для нас является равнение на более
высокий уровень и обучение наших местных специалистов. На самом деле многие не понимают, что разработка дизайн-кода города Якутска стала как бы методологией разработки подобных материалов для других поселений республики. Например, сегодня мы уже через Центр компетенций готовим презентацию дизайн-кода села Бердигистях. Это первый дизайн-код для сельских поселений вообще в России. Буквально сегодня наши ребята находятся в командировке в селе Барагонцы. В селе Апаны мы занимаемся дизайн-кодом. Естественно, мы не обходим стороной наши города, в проектах которых везде, практически в каждом проекте есть разделы брендирования и информационно-навигационной системы. То есть то, что составляет именно так называемый дизайн-код, и то, что определяет архитектурный облик городов и сел. Поэтому сегодня одной из главных задач, я как главный архитектор республики, конечно же, ставлю подготовку местных кадров, способных работать на таком же уровне, как лучшие кадры в России и в мире. Ну, если с крупными городами и населенными пунктами все понятно, то если обратить свое внимание на села, деревни Якутии, как будет меняться их облик, какое тут есть видение у архитекторов? Но я думаю, многие жители также видели вот совсем недавно завершенный объект, открытый при участии главы республики, например, сквер Е в селе Бердигистях. Именно в этом сквере мы показали, как можно и в сельских поселениях делать общественные пространства не хуже, чем в городах. Это, во-первых, современный дизайн, это функциональное зонирование, которое позволяет на территории общественных пространств обеспечить организацию интересных социокультурных мероприятий для всех возрастов, начиная от маленьких детей, заканчивая людьми пожилого возраста, маломобильными группами населения. И, конечно же, то, что мы сегодня сделали в Бердигистяхе, сегодня активно уже перенимается другими муниципалитетами, потому что через глав муниципальных образований, через главных архитекторов, прежде всего муниципальных районов, мы именно транслируем новые подходы в организации городской среды, хотя городская среда — это не просто города, это имеется в виду среда городов и сел республики. Поэтому не только в селе Бердигистях, но еще и в рамках, например, программы поддержки местных инициатив мы курируем маленькие разные проекты, которые появляются в населенных пунктах, и через архитекторов как бы проводим вот такую методологическую работу, помогая муниципалитетам выходить на принципиально другой уровень благоустройства. Ну, вот такой момент. Якутску, ну, в принципе, и многим городам нашей республики не хватает все равно открытых общественных пространств, где бы жители могли проводить свой досуг. Что планируется в этом плане сделать в ближайшее время? Все муниципальные образования республики с населением от 1000 человек сегодня разработали муниципальные программы формирования комфортной городской среды. Они проинвентаризировали те территории, которые должны быть благоустроены, и все они попали в их программы. Вопрос, как финансировать благоустройство таких территорий, это уже второй вопрос. То есть сегодня очень важно, например, в городе Якутске больше 100 общественных пространств нуждаются в благоустройстве, в разработке, в подходах. И это не обязательно крупные общественные пространства, это и небольшие скверики, небольшие территории, прилегающие к тем или иным объектам. Здесь, конечно, не только финансирование идет из программы формирования комфортной городской среды, которая имеет федеральные источники, но еще и программы различного уровня, регионального, республиканского, муниципального уровня, и в том числе с участием людей. Поэтому мы приглашаем тех, кто может помочь своим поселениям благоустраиваться, активнее участвовать в этих вопросах. Причем иногда это не только финансовые вопросы, иногда это и трудовое участие. Например, озеленение можно делать просто, если призвать людей, и люди действительно с удовольствием могут выйти и, например, высаживать деревья, кустарники, цветы. Недавно была ситуация, столичная мэрия выступила с очень жесткой критикой качества выполненных работ сквера Тружеников и бульвара Учителя, грозясь не брать их на баланс города. В чем проблема? Некачественно выполненные работы, как утверждает столичная мэрия, недочеты проектирования или неправильная все-таки эксплуатация? Но, конечно же, это первое, что хочется сказать, это подходы к эксплуатации и содержанию таких территорий. Во-первых,
очень неприятно, когда то, что хочется делать для жителей, превращается иногда в такие политические игры. Это неправильно на самом деле. Городу ничего не стоит наладить обслуживание этой территории, при том, что многие, даже молодые предприниматели, очень давно инициировали, например, заход на эту территорию. Я сейчас точно знаю, что наконец-то округ пошел на соглашение с предпринимателями, когда предприниматели заходят на эту территорию по определенным условиям, они имеют право поставить павильон и, в свою очередь, участвуют именно в содержании. Причем условиями может быть также и разработка социокультурного программирования. То есть предпринимателю что нужно? Предпринимателю нужен поток. Для того, чтобы был поток, муниципалитеты должны понимать, что на таких территориях нужно проводить мероприятия разного рода. Причем мероприятия не только в летнее время, но и в зимнее время. И если есть какая-то точка предпринимательской деятельности, то предприниматель, имея поток людей, может обеспечить доходную часть, которая пойдет в свою очередь на эксплуатирование этой территории. Именно эту методологию мы сегодня очень активно развиваем с другими городами. Например, в Нюрбе впервые в республике было создано специальное муниципальное учреждение. Не впервые в республике. Кстати, в Якутске тоже была такая попытка на базе парка сделать муниципальное автономное учреждение. Но Нюрба, например, показывает очень хорошую практику. Они уже сегодня являются, во-первых, заказчиками благоустройства этой территории. И уже сегодня проводят там различные мероприятия. И в последующем будут именно той структурой, которая будет управлять этой территорией и определять, кто будет заходить на эти территории, сколько коммерческих точек, какой объем дохода они будут получать. И, соответственно, уже планируют эксплуатацию и должное содержание. Ну, не секрет, что все крупные проекты архитектурные, особенно с привлечением именитых дизайнеров и архитекторов, финансово затратные. Откуда берутся деньги? Это бюджет или есть инвесторы, готовые в это вложиться? К сожалению, инвесторов пока вкладывающихся именно в проекты недостаточно. Есть отдельные проекты, которые, например, предприниматели иногда вкладываются в эти проекты. Но крупные проекты, понятно, либо это бюджетное финансирование, либо это, например, наш центр компетенций создан при фонде будущих поколений. Мы сегодня имеем прекрасную возможность работать с лучшими, как я сказала, специалистами. Мы в план работы центра компетенций включили очень большой образовательный блок, через который проводим как раз образовательные программы с приглашением экспертов из Москвы, из разных стран мира. Вот буквально в начале года мы проводили, например, хакатон, архитектурный хакатон с участием архитекторов из Нидерландов, или приглашали, например, наших московских коллег, российских коллег в рамках форума «Умный город», для того, чтобы они для наших специалистов, не только для архитекторов, но и для проектировщиков, для застройщиков, для подрядных компаний, управляющих компаний, для всех, кто задействован, должен быть задействован в формировании комфортной городской среды, и в том числе даже для жителей самих, проводили различные мастер-классы, лекции, дискуссии. То есть это именно та системная работа, которая позволяет сегодня в республике выйти на, как я говорю, другой уровень. То есть для того, чтобы понимать, как благоустраивать, совершенно не нужно думать, что все упирается в деньги. Нужно немножечко поменять мозги у людей, потому что понимание современной городской среды – это прежде всего вкус, стиль, и это даже можно делать, начиная с небольших участков. Например, мы сегодня очень много пытаемся предпринимателям дать понять, что, например, поменять вывеску, собственно говоря, будет стоить столько же, сколько ее там, он планировал сделать. Но какой ее сделать, это уже другой вопрос. Есть, например, небольшой магазинчик Бонами возле магазина «Республика». Тоже прекрасный пример того, как можно в рамках того же дизайн-кода начинать преобразовывать наш город. Поэтому здесь, еще раз, дело совсем не финансирование, а в том, как люди понимают сегодня именно тренды, современность, подходы к архитектуре и дизайну. Ирина Дмитриевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы разговаривали с главным архитектором республики Ириной Алексеевой. До встречи в эфире.